Здравствуйте, в эфире «7 дней плюс». Нелюбовь, агрессия, тревога. Почему подростки становятся трудными и как с ними найти общий язык. Сегодня поговорим с нашим экспертом. У нас в гостях Веселова Дарья Игоревна, заместитель директора Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Здравствуйте, Дарья Игоревна. Здравствуйте. Ну, расскажите, вот такая тема довольно актуальная всегда, да, классическая, трудные подростки. Вообще, в чем причина девиантного поведения? Проблемными детьми не рождаются, а становятся в основном, да? С чем это в основном связано? На самом деле очень много аспектов, которые исходят от многих факторов. Это может быть и биологическое, то, что изначально из детства идет, что человек рождается таким, да, такое бывает, но очень редко. Но в основном это факторы как раз-таки из воспитания, из семьи идут, и потом уже дальше, в зависимости от взросления, переходного периода, это может как раз-таки возрастать. Но в основном, да, это связано как раз-таки с семьей, со школой, с социумом, то, что окружает ребенка. Также может зависеть как раз-таки от благополучия семьи, от их проживания, материального обеспечения, от заработка родителей и, собственно, их сферы жизни. И в менее зависящем факторе это то, как происходит его взросление на том моменте, когда вот он переходит в эту взрослую жизнь. Переходный возраст, так да. называемый, да? Как правило, у нас всегда там этот порог нужно пережить. Да, поэтому очень развито как раз-таки межведомственное взаимодействие. То есть ребенок по мере взросления никогда не становится один. То есть подкрепляется школа, потом кружки, секции, молодежные организации. Очень у нас это развито в Татарстане. На Татарстан как раз-таки с трудными подростками равняется почти вся страна в сфере работы. Наше вот межведомственное взаимодействие – это КДН, ПДН, молодежная политика Министерства молодежи, школа, семья. И мы работаем в совокупности, то есть мы не просто так взяли ребенка и начали с ним работать, вот наша организация, а как раз-таки нас просит Министерство молодежи, ПДН, и вот дальше мы взаимодействуем. Ну как это, вот поподробнее расскажите, как происходит? То есть вам перенаправляют каких-то конкретных детей, как это происходит вот системно? Системно, на самом деле, это происходит так, то, что изначально в школе начинают с ним заниматься, потом Министерство молодежи иногда просят, но вот Форпост напрямую как раз-таки работает так, что подразделение по делам несовершеннолетних Республики Татарстан посылает запрос не только Республиканскому центру, но еще и муниципальным районам. У нас 41 объединение по Республике Татарстан, то есть мы все плотно взаимодействуем. То есть обычно бывает так, что мы их запрашиваем, говорим, вот у нас сегодня будет на этой неделе школа актива для подростков, можете прислать нам кого-нибудь. И присылать детей, и дальше мы как раз-таки работаем. Бывает иногда адресная работа, что нам звонят с полиции, спрашивают, вот у нас есть ребенок, возьмите, пожалуйста, его к себе в актив, чтобы начать с ним работу. То есть у вас есть какие-то конкретные подопечные, вы прям берете, делаете какую-то... Да, иногда мы работаем как раз-таки с большим количеством, то есть это получается как групповая работа. Ну вот у вас был опыт исправления, да, вот трудных подростков, вы с ними работаете. Понятно, что как бы где-то и в группе, наверное, да, где-то и конкретно с каким-то конкретным подростком, там, да, с частными лицами. Насколько это вообще возможно, да, исправить личность, которая, может быть, уже, ну, скажем так, развилась, уже состоялась как личность? На самом деле возможно, и по большей части это получается. Просто нужно не упустить момент, когда вот ребенок уже вошел к тебе в доверие, и ты резко перестаешь с ним заниматься, тогда уже это, да, бесполезно. А когда ты видишь и продолжаешь это, тогда очень как сильно... Как вы устанавливаете контакт, например, с ребенком? Вот вам поручили, допустим, какого-то ребенка. Вам с ним нужно установить какой-то контакт доверительный. Как это происходит? Мы в основном придерживаемся принципа «это равный равному». То есть мы не ставим себя выше его, мы не говорим, что вот меня зовут Дарья Игоревна, я тебя старше, ты должен меня слушаться. Нет. Мы всегда объясняем, что
мы вам как старшие товарищи, как старшие братья и Я тоже не сестры. буду вас называть Дарья Игоревна. Просто Дарья тогда? Да, то есть мы говорим, что ну, мы такие же, как вы. Ребята, которые у меня как раз-таки тоже занимаются с трудными подростками, они говорят иногда, что да, у нас был такой же опыт в детстве, когда мы были моложе. И на своем жизненном опыте они пытаются как-то его вовлечь в то, что интересно им, то, что интересно нам, и то, что мы можем им дать. То есть это такое вовлечение через призму наших возможностей в Татарстане, призму возможностей нашего форпоста, что мы можем сделать, что мы можем дать ребенку. Вот такое вот вовлечение в социально полезную деятельность. И многим это, да, действительно безумно нравится. У нас был пример мальчишки. Нас попросили взять его в лагерь летний, у нас военно-патриотическая смена проходит на базе Куркачей, одна 7-дневная. Он туда приехал, сразу видно, что я не хочу с вами заниматься, не трогайте меня. Закрытый, в общем, да. И постепенно взводные на своем опыте начали так немножечко втираться как-то в доверие к нему, начали показывать, что ты можешь больше, чем ты думаешь, ты можешь сделать лучше для себя, для страны, для Татарстана, вообще, для всех окружающих тебя людей. И это его... То есть это сработало? Да. Он потом вошел к нам в актив, начал делать с нами мероприятия разные. Он отошел от той группы общения, с которой попал в передряги, что его к нам направили. И в дальнейшем он также придумал вместе с нами проекты, участвовал. Но я так думаю, все-таки это больше ведь и индивидуальный подход. Кому-то зайдет, наверное, кому-то, может быть, другой какой-то подход. Вот вы как-то рассматриваете, да, вот индивидуальную историю, допустим, ребенка? Мы стараемся, да, это делать по своим возможностям, потому что у нас не только форпост направлен на работу с трудными подростками, мы охватываем вообще всех подростков, которым интересна патриотическая работа, то, что мы делаем. И мы их берем несколько человек, потому что невозможно взять очень много, потому что это будет небольшая такая группировка. Мы их вовлекаем как раз-таки вместе с нормальными ребятами, с ребятами, которые просто захотели у нас быть в активе. И он уже, видя примеры нас, ребят, как-то старается становиться лучше, нежели чем он был. То есть их надо в здоровую среду поместить, там, то есть есть такое, да? Да, конечно. Но при этом никогда не говорить ему, что он был не в здоровой среде, не акцентировать это внимание, что он ПДНчик. Мы всегда относимся к ним как обычным, но мы знаем, что он там когда-то сделал что-то. Нет, мы просто это помним, но никогда не говорим, ты ПДНчик, тебе нужно заниматься этим, ты на учете стоишь, давай поусерднее. Нет, просто мы видим, за что зацепиться. К примеру, ему нравится военно-патриотическая лагеря. Мы такие, давай, у нас смена, будешь сначала техником, потом взводным, потом уже будешь руководить сменой. И они такие, мне доверяют как раз-таки что-то большое, ответственное, и они этим загораются, что ему доверили это, и вот так продолжается Были ли наше какие-то общение. случаи, когда не сработало, когда все усилия были тщетны? Бывают, да, такие случаи, когда мы немножко упускаем эту возможность из-за того, что у нас все равно есть другая еще работа, помимо работы с ПДНщиками, это как раз-таки взаимодействие с муниципальными центрами, патриотическая работа, что у нас совещания, куча отчетов, всякие разные другие сферы. И у нас назначено собрание с активом, и мы зовем ребенка, это, например, спустя месяц было, а уже все, у него интерес пропал. И наверное, в таком контексте. Что вы делаете тогда? Как-то пытаетесь еще за соломинку? Мы пытаемся привлечь, но если мы понимаем, что уже он не хочет, уже он, к примеру, занялся чем-то другим, пошел в футбольную секцию, но мы не настаиваем, потому что это давление им тоже не очень нравится, потому что, возможно, когда-то где-то в других структурах, в семье, в школе на него давили, и это, наоборот, отталкивает. Возможно, некоторые приходят через время, что хотят опять заниматься, некоторые, к сожалению, нет. Но дальше уже все-таки мы сообщаем в ПДН, что ребенок от нас уже ушел, и это занимается школьная как раз-таки система, отслеживают инспектора по делам несовершеннолетних,
Вот, возможно, в дальнейшем за них закрепляют общественных воспитателей, которые дальше с ними работают, чтобы, ну, контролировать тот вопрос, чтобы они не сделали что-то еще более плохое. не Вы вот, повторили. у вас деятельность направлена именно, да, на патриотическая такая направленность, да, я так понимаю, Да. вашей организации. Вообще, вот по вашим наблюдениям, насколько молодежь интересуется этой темой? Сейчас, конечно, это так вот активно внедряется в связи с политическими событиями, да, идеология патриотизма. Вообще, насколько им это интересно и, на ваш взгляд, субъективный, действенно ли это вообще вот такое вот, может быть, где-то слишком активное внедрение патриотической идеологии в сознание молодежи? Мы всегда ребятам, когда они к нам приходят, мы обозначаем, что мы не только рассказываем про то, что надо вот потом служить в армии, что вот такая вот, ну, сильная приверженность, что вот сегодня в армию, завтра куда-нибудь в другое место. Нет, мы рассказываем, что сфера патриотики — это вообще обширная. От развития самого себя до помощи своим соотечественникам, даже элементарно бабушку перевести через дорогу — это тоже патриотизм. Также мы рассказываем, что вот есть разные походы, куда мы можем пойти. У нас это называется «Марш в прошлое», когда мы в костюмах Великой Отечественной войны делаем походы, в основном конные, что это тоже патриотизм, вы узнаете свою малую родину. То есть Татарстан, смотрите на все, что вот есть. Ну, такой патриотизм, наверное, молодежи более интересен, да, чем вот. гимн петь. Нет, мы это тоже Я делаем. условно говорю. Ну. Да, но просто мы рассказываем, что вот патриотика — это не только вот чисто гимн, армия, там вот АРБ, все вот это вот. Нет, мы показываем, что вот есть разные векторы, это тоже патриотизм, но он такой немножко скрытый, и не все это понимают. Но мы как раз-таки доносим, что вот я вам, к примеру, провожу лекцию по фотографии, делюсь своим опытом, и это тоже патриотизм, потому что как бы я могла продавать курсы где-нибудь за границей, да, а я это рассказываю вам, это тоже такой небольшой аспект. И вот мы стараемся такими вот частями как раз-таки завлечь их в эту структуру. Да, конечно же, мы ходим на торжественные даты, на концерты патриотических групп, что-то делаем такое вот приуроченное к Дню Победы. Но это, ну, не только вот наша сфера. Вот, к примеру, сегодня у нас закончилась игра на тактику «Бункер». И то есть, ну, да, это как раз-таки аспект патриотики, но это и командная тоже игра. То есть там выступали команды, это такое сплочение. И... Ну, вернемся к трудным подросткам. Как правило, да, у трудных подростков трудные родители. Вот с ними как-то взаимодействуете, работаете, или это уже вообще вне вашей сферы? На самом деле это огромное заблуждение, что у трудных подростков трудные родители. На самом деле в основном трудные дети бывают из хороших, благополучных семей. Просто что-то в какой-то момент пошло не так, что дети начали показывать свой характер и выходить как раз-таки на дорожку вот этого бунта, который, ну, собственно, очень показывается в переходном возрасте. Ну вот, тем не менее, то есть как бы мы же говорили изначально, да, была первая ваша фраза, что все в основном идет из воспитания, да, из родителей. Да. То есть что-то им там не хватает. Я не говорю о том, что родители какие-то плохие или там обязательно они выпивающие там, да, или принимают какие-то запрещенные вещества, но тем не менее, да, где-то что-то упущено. Как правило, что вот чего не хватает вот этим детям в семье? Наверное, это любовь, внимание от родителей. Но по большей части, да, вот эти вот аспекты, что не хватает внимания, и родители, к примеру, занимаются по большей части своей жизнью, или уже, к примеру, там, со вторым мужем, женой, вот, развивают... Это будет, по вашим наблюдениям, это, как правило, часто дети от вторых браков? Нет, от первых в основном бывает. Да, от первых забывают, да? Да, но не всегда. То есть бывает, к примеру, мама карьеристка, и вот она занимается своей карьерой, а как бы ребенок один, и он делает то, что ему хочется. А когда ты взрослеешь, ну, тебе хочется делать такие всякие запрещенные вещи, там, шалить, что-то пробовать новое. А это статья административное правонарушение, и ему это нравится, потому что это вот такой адреналин. Запрет, да? Да, то, что как бы запрещено. Бывает так, что, к примеру, вот родители очень строгие, они говорят, вот,
нужно тебе быть там в 5 дома и никуда больше. Это тоже запрет, из-за него тоже хочется выйти, поэтому бывает так, что дети А подолгу бывает уходят из наоборот, дома. все позволяют. Все позволяют. Избалованные дети. Нет? Такие не попадались вам? А, Совсем такие прям нет. Возможно, только где-то в передаче по телевизору. Вот. У нас в основном, которые вот, ну, либо ну, просто что-то вот пошло не так. Ты видишь родителей, ну, ты понимаешь, что, ну, все же хорошо. Как бы, ну, ничего. Вы часто вообще, скажем так, заставали детей, да, за неподходящими занятиями? Было такое? На самом деле, ну, не так много и часто я это встречаю. Да, бывает, я стою в магазине на кассе, и непонятно, ребенок совершеннолетний, несовершеннолетний, и у него паспорт не спросили, и я так тихонечко говорю продавщице, я говорю, а вы паспорт не хотите узнать у человека, посмотреть, сколько ему лет? На меня с таким, ну, взглядом злым спрашивают Вы паспорт. такой ревизор, да? Ну, бывает такое, что Общественный. да, Мгм. просто вот когда у меня паспорт спрашивают, да, я говорю, ну, Неудивительно. я уже взрослый, ну, человек, как бы, ну, мне не 17 лет. Мгм. И вот, то есть вот так. Да, к примеру, ты видишь, там ребенок что-то такое делает, То есть в неформальной обстановке, если вы увидели, это не ваш подопечный, просто какой-то я ребенок, просто вы сделаю обязательно, да, обратите внимание. Да, я ну, сделаю такое не прям сильно замечание, а скажу, что ну, мусорить это нехорошо все-таки. Я говорю, ты же здесь живешь. Бывают, да, проходят мимо или что-то говорят мне в ответ не очень лестное, но иногда подходят и как бы, выкидывают мусор. Ну, то, что, вот, например, уронили. А так, чтобы я проходила и видела, что ребята пьют пиво, такого не было. Или грабят что-то, или что-то царапают. Ну, вот, ну, машины, к примеру, такого ну, не случалось. Ну, попадались такие ребята к вам, как бы, скажем так, в центр? Ваши подопечные были такие, которые там употребляли, может быть, уже там? У нас, на самом деле, по республике Не так много таких? употребляющих, на самом деле, не так много. У нас в основном, которые попадались на административных правонарушениях. Это, по большей части, нарушение как раз-таки комендантского часа или Прям распитие тяжелых вам не алкогольных. отправляют, видать, мне так кажется. Нет, тяжелые уже наблюдаются немножко в подразделении полиции, прям серьезно. Либо они, к примеру, где-то в местах перевоспитающих их, закрытых. Сейчас часто встречаете, вот даже вот если брать неформальную обстановку, вот в магазине там, да, вот вы увидели, например, где тусуются подростки? Я просто сейчас понимаю, что сейчас, конечно, на улице, наверное, уже меньше, как это было раньше, да? Я помню, я просто в свое время работала в социальном центре тоже, и мы искали детей, тоже крупные подростки. Это в основном были вот торговые центры, где-то какие-то фудкорты, это были какие-то теплотрассы. Тогда они еще были. Как много мне лет. Вот. Увы, есть какие-то точки, где вы, может быть, как-то вот наблюдаете, ваш глаз больше так? Ну, я живу в строительном районе. Ну все тогда. Вот. Закрываю. Но на улице, к примеру, я не вижу, что вот как мы раньше там собирались с детьми где-то, подростками, такого, ну, нет. Да, торговые центры сейчас как бы распространены, и вот там дети как раз-таки собираются буквально, ну, вот год назад были разные новости, что там дети шалят очень сильно. А так нету каких-то определенных мест, где они могут там вот, я знаю, что вот я пойду туда, и там будут дети, например, за гаражами. Нет, такого сейчас нет. Нет такого. Раньше, я помню, на стоянках собирались. У них были какие-то точки такие, где можно было Нет, сейчас, собраться. у нас, к что-то сожалению, нет социального патруля, как, к примеру, это есть в Петербурге. У нас нет возможности отслеживать. Вот. Но в основном они собираются либо где-то дома. Не проберешься. Да. Но есть такой аспект, что сейчас немножко другое поколение, и они сидят дома в интернете. Они, по большей части, многие очень закрыты, и они могут вообще взаимодействовать не группами, а по одному. То есть, вот, Вы давно работаете? Вот просто хочется понять, за... Вот сколько? Какой у вас стаж? 5 лет. 5 лет. Ну, даже за 5 лет, да, допустим, тоже такой период. Динамику какую-то можете вот провести? Хуже стало, лучше, меньше детей, больше, агрессия повысилась, понизилась? По сравнению с прошлым годом у нас на процентов 30 стало чуть менее детей, стоящих на учете. То есть идет как бы каждый раз динамика.
Полиция следит очень сильно за этим, МВД, оно отслеживает, оно пытается контролировать и просит помощи, содействия, чтобы мы как-то вовлекали их куда-то, и это, ну да, действительно становится меньше, то есть... Интернет, как вы думаете, имеет влияние? Да, безусловно, имеет влияние, даже некоторые сериалы помогают, но благодаря тому, что мы заранее отслеживаем вот эти вот вещи, которые могут произойти, их как раз-таки не происходит, и получается так, что преждевременное предотвращение разных бед помогает. Ну, например, предотвращение, что вы имеете в виду? Вы блокируете сайты, что? Да, это тоже отслеживается. Есть кибердружины, которые мониторят сайты разные и блокируют их, передают информацию в полицию. Повсюду зоркий глаз просто. Теория заговора. То есть это, да, это все отслеживается, блокируется. То есть работа ведется, да, ее не сильно видно, возможно, но все это есть. Также не нашими, конечно, силами, а все-таки психолого-педагогическими центрами создаются буклеты о том, что информация, чтобы родители отсматривали, какие сайты, не сайты, программы ведутся, то есть все показывается, как что лучше делать, чтобы ребенок не попал в эту систему. Сезонность есть какая-то вот у происшествий, скажем так, у детей, когда у них, может быть, они начинают совершать глупости? Часто просто говорят про это, про сезонность какую-то? На самом деле нет, потому что это все-таки не психологические заболевания, как, например, шизофрения, она же в основном весной активизируется, насколько вот я знаю по статистике. Тут такого нет. Тут больше наверняка от социальных факторов. В школе наругали, ты пошел, совершил. Дома что-то произошло, ты сделал. Что-то вот такое, что вот как раз-таки связано с обществом. То есть то, что у него происходит сейчас в жизни, то и выплескивается. Это может быть и зимой, и летом, и осенью. Как вы оцениваете вот собственную роль, да, в жизни вот своих вот воспитанников, как их правильно назвать? Подопечных, друзей? Мы называем их активистами. Активистов, да. С тем, с кем пришлось вам работать. Я даже не знаю. Я никогда не спрашиваю у них. Я вижу, что они тянутся к нам, они приходят, и каждый раз очень счастливы нас видеть, даже если мы где-то на нейтральном мероприятии встречаемся, в каком-то концерте или митинге, посвященном праздничной дате. Они могут вам позвонить там условно и сказать: Даша, Даша? Да, конечно, к примеру, вот после лагерей, после смен, у всех есть мои номера, есть наши социальные сети. И они такие: Дарья, а когда у нас там будет первое собрание? А я хочу форпост. Они вот постоянно так пишут. Постоянно говорю: все, вот, я говорю, вот общий чат, сегодня, к примеру, встреча у нас, приходи. И они приходят такие: здрасте. А со своими личными какими-то проблемами? Вот меня там что-то там. Вот такое бывает? Я по большей части как руководитель выступаю, например, в лагерях, а у меня есть взводные они там кураторы, больше, да. Они, к примеру, напрямую пишут. Вы же не сразу руководителем стали? Не сразу. Было такое, что вы тоже работали бывало напрямую? так, да, что там пишут там то, что вот мы скучаем, мы хотим еще в лагерь. Бывает, да, что у нас реализуется на территории Татарстана проект «Свои», который направлен как раз на поддержку детей, стоящих на учете. Мы его разработали в 2020 году совместно с коучами, с психологами и транслировали на весь Татарстан. То есть пытались ввести методики. Это как поддерживающая программа подопечного и наставника. И также специалистов в сфере молодежной политики, коучей. То есть это была такая огромная работа, которая длилась на протяжении полугода, то есть тесное взаимодействие, что наставники встречались, созванивались, куда-то ходили в нейтральные мероприятия, вовлекали их к себе в разные проекты. Вот. И благодаря данному проекту мы как раз-таки наладили такой контакт, наладили систему. То есть мы пытались исправить, когда к ребенку присоединяли взрослого, чтобы он с ним работал и ходил там в разные места, там в школы. Развивали как раз-таки институт наставничества в рамках как раз-таки трудных подростков. Последний вопрос, да, как на вас саму повлияла, скажем так, эта работа, может быть, изменила как-то ваше восприятие, отношение к жизни, может быть, по-другому стали смотреть на какие-то вещи? На самом деле, я никогда не думала, что я буду работать с трудными подростками, систему, как раз-таки профилактики. Я, конечно, окончила
психологический институт, и я не думала, что я буду всегда вот работать в этой системе, как-то помогать, но когда ты видишь, что ребенок меняется, что ему интересно то, чем ты занимаешься, что ты можешь ему дать, его видишь горящие вот эти глаза, и постоянное вот желание приходить куда-то, чем-то заниматься именно вот с вами, с вашей компанией, с вашими коллегами, ты видишь, что ты делаешь огромную систему, делаешь огромный вклад в жизнь данного ребенка, и понимаешь, что ты это делаешь не зря, и ты пытаешься в дальнейшем потом, когда приходят новые, например, взрослые активисты, ты пытаешься до них донести, что это очень классная, важная работа. Куда позвонить можно подросткам, которые вдруг хотят присоединиться к вам? У нас есть группа ВКонтакте «Форпост Татарстан». Туда можно написать в личные сообщения. Ребят, пишите, да, «Форпост Татарстан», патриотическое движение. Спасибо, что пришли. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания.